Во время пандемии врачи во всем мире находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Во многих больницах создавались специальные зоны для лечения пациентов с COVID-19. Появилось инфекционное отделение и в Московском областном научно-исследовательском институте имени Владимирского. Его возглавил наш земляк, якутянин года по версии 2013 года, врач-хирург, трансплантолог Александр Амосов. С ним мы поговорили о ситуации с коронавирусом, о проблемах трансплантологии и о развитии медицины в Якутии. Александр Александрович, да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, очень приятно, что вы согласились поучаствовать в нашем этом интервью. И, конечно же, сейчас уже 6 месяцев, понятное дело, что мы живем в новых реалиях, которые связаны с пандемией, с коронавирусом. И вы, как и многие медики, оказались на передовой. Да, понятное дело, что, может быть, это не ваша главная основная специальность, но не говорить о пандемии и о коронавирусе мы сейчас, к сожалению, не можем. И вот расскажите, как вот в вашем институте, да, вот проходили вот эти вот первые месяцы, может быть, есть какие-то изменения? Все-таки в какой-то момент все больницы, которые были переориентированы, да, на прием ковидных больных, они вроде бы снова вошли в обычный режим. Что происходит сейчас? Здравствуйте всем. Мы все стали на время врачами-инфекционистами, и в том числе наш институт «Маньяки», в котором я работаю, он тоже принимал участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Мы принимали участие в борьбе на первом этапе, когда пошла первая волна распространения коронавирусной инфекции. Определенное количество коек, ну и было больше 100 коек нашего института, они перепрофилировались под борьбу с ковидной инфекцией. Так получилось, что руководство мое доверило мне возглавить наше отделение, которое организовывалось в Маньяках, и я вот первый период, самый сложный, возглавлял отделение инфекционное, которое было организовано на базе нашего института. И я очень благодарен всем своим коллегам, всем врачам, медсестрам, сотрудникам младшего персонала, вообще всем, кто помогал нам в работе и принимал непосредственное и активное участие в лечении пациентов, потому что действительно эта эпидемия очень тяжелая, медицинские вопросы там очень разносторонние, и казалось бы, что это просто вирус, который вызывает острую респираторную инфекцию, но тем не менее при этом вирусе происходят такие изменения в организме, которые требуют от врачей применения всех знаний, которые получены и изучены к данному моменту, для того, чтобы квалифицированно и максимально эффективно оказывать помощь пациентам. А вот с какими главными сложностями пришлось столкнуться вот на первом этапе медикам? Сложностей было масса, сразу скажу, сложностей была масса, но это и элементарные вопросы, связанные с организацией пропускного режима, просто с организацией бытового обеспечения как пациентов, так и сотрудников. Мы максимально эффективно старались снизить риски, максимально эффективно для того, чтобы не было заражения своих сотрудников. Много пациентов поступало к нам с тяжелыми, порой и запущенными формами заболевания. Не всем удалось помочь, но вот, к сожалению, такова статистика. До 0,25% поступает уже в тяжелом состоянии, когда буквально приходится спасать жизни. Говорить про трудности можно много и долго, и перечислять это все в деталях, но я хочу сказать про то, как мои коллеги, наши сотрудники перенесли все эти трудности, выдержали вот этот вот наплыв скорых, когда буквально у тебя очередь из пациентов сидит в приемном отделении, и людям приходится не спать часами, вот сутками, не покидая своего поста, оказывать им помощь, спасать людей, оказавшихся в столь сложной ситуации. Все те, кто с нами пошли туда, в красную зону, никто не испугался, никто не повернул обратно. Несмотря на то, что все прекрасно понимают, что эта инфекция порой может быть смертельно опасной, но тем не менее все проявили себя очень достойно на высоком уровне. А если бы говорить про процентное соотношение врачей именно вашего института, сколько переболело ковидом? Есть такая статистика? У нас статистика такая, безусловно, есть, и много
наших сотрудников, врачей переболело ковидной инфекцией. Особенно много было в первые дни, недели, когда вот это только началось, тогда просто, возможно, люди были не совсем подготовлены. И, возможно, около четверти или даже больше сотрудников, которые были в первых рядах среди врачей, которые оказывают помощь, они подхватили ковидную инфекцию. Ну, к нашей чести я хочу сказать, что из своих сотрудников, кто работал с нами в нашем отделении, мы, слава богу, не потеряли никого. Вы уже сказали, что это как передовая, что есть погибшие, да, среди медиков, и люди, которые соглашались работать в красной зоне, они сознательно шли на риск. Вы, как человек, который побывали во время военных действий, там, в горячих точках, да, вы военный врач, можно ли это сравнить вот с военными действиями, нынешнюю ситуацию с пандемией, или все-таки это разные вещи? Я думаю, что это сопоставимый риск. Это, судя по тому, как вот мы открывались, отделение наши, в первые дни, это можно сравнить с военно-полевым госпиталем в момент массового поступления раненых. Но, конечно, война — это немного другое. Там происходят совершенно другие, даже вот не знаю, как сравнить, в мирной жизни, слава богу, такого не бывает. Но это сравнимо с тем, как вот работа госпиталя в военное время и такая же работа госпиталя в мирное время, но в условиях эпидемии это сопоставимые вещи. Уже полгода прошло пандемии официально. Можно ли сделать какие-то выводы? Да, конечно. И, к счастью, ученые и врачи всего мира работают над методами, способами более эффективного лечения. Появляются новые препараты, появляются более эффективные схемы лечения. Есть непосредственно и этиотропные препараты. И благодаря этому я должен сказать, что сейчас лечение стало более эффективным. Даже запущенные стадии ковидной инфекции, они могут быть вполне успешно лечиться, могут быть вполне успешно вылечены. Хотел задать вам такой вопрос, почему вы решили стать врачом? В какой момент к вам пришло это осознание? А у меня просто не было другого варианта. Моя приемная мама, Амосова Татьяна Прокопьевна, уже с школьных лет готовила к тому, что я буду врачом, и определила мое последующее поступление в институт. А дальше уже в институте я сам выбирал профессию. Выбрав профессию, к счастью, я выбрал хирургию. Там уже как-то сама судьба сложилась, что я стал именно хирургом-гепатологом. Если вот говорить непосредственно о вас, почему вы выбрали такое направление трансплантология? И еще у вас там есть еще углубление, это печень, да? Да. Ну, мне так в жизни повезло, что я попал вот в свое время в ординатуру в военно-медицинскую академию. На нашей кафедре общей хирургии очень глубоко изучались вопросы лечения больных с заболеваниями печени, именно циррозами. И в те годы пересадка печени была мало доступна, мягко говоря, пациентам. И только единицы могли дождаться того, чтобы им был пересажен трупный орган. И поскольку мне повезло оказаться в таком вот одном из ведущих учреждений нашей страны, в ординатуре, я вплотную занялся лечением болезни печени. Эта область и до сих пор у нас остается областью, там, где поле просто не паханое, там работы хватит для всех. Отсутствие эффективных методов лечения больных с диффузными заболеваниями печени, оно и предопределило мой будущий выбор заниматься трансплантацией печени. Я знаю, что вы делали первые такие подобные операции в Якутии, вас привлекали активно. Насколько это важно для нашего региона, проведение таких операций? Это очень важно для нашего региона, для Якутска, для Якутии. И, к сожалению, люди из регионов вынуждены ехать на операцию в Москву и здесь либо вставать в трупный лист, либо как-то либо приезжать со своим донором в центральные города и здесь уже получать необходимое лечение. Вы сказали, что не все какие-то даже современные медицинские центры могут производить эти сложные операции по трансплантации. И если мы
разговариваем про нашу республику, про наш регион, на каком этапе развития мы находимся в этой системе, и уже делаются же, и делались такие сложные операции, и сможем ли мы, может быть, расширить линейку этих операций с другими органами, не только печени? В Национальном центре медицины проводятся такие операции: пересадка печени, пересадка почки, пересадка сердца. Но, к сожалению, частота их выполнения, ее никак не хватает для восполнения потребностей, для того, чтобы все, кто нуждается, могли бы быть прооперированы в Якутии. Есть профессиональные кадры, которые могут делать эти операции, я так понимаю, и есть оборудование, с помощью которого можно сделать эти операции, правильно я понимаю? Есть кадры, и есть оборудование, есть прекрасно оснащенные больницы, где можно проводить как забор органов, так и их последующую трансплантацию. Возможно, это просто связано с какими-то организационными вопросами, возможно, с проблемами, возможно, с вопросами финансирования. Но Якутия – это тот регион, в котором должна развиваться трансплантация, и она должна развиваться непосредственно в Якутске, чтобы жители как Якутии, так и Дальневосточного региона могли получать необходимую высокотехнологичную помощь. Еще один вопрос про трансплантацию я хотел вам задать. Я прочитал, что вы проводили уникальную операцию, когда ребенку было пересажено сразу 2 органа. Вот можете вспомнить какой-то вот действительно особенный случай? Да, это случай, безусловно, сложный. И когда лечится пациент с заболеваниями сопутствующими или сочетанными, тогда в лечении этого пациента принимает большой коллектив специалистов. Нет такого понятия, чтобы один хирург выполнял всю операцию или в одиночку лечил больного. Я рад тому, что у нас постоянно получается так, что складывается команда, складывается коллектив единомышленников, которые могут проводить уникальные операции. Задам сейчас глупый, конечно, вопрос, но если посмотреть там, на фантазии кинематографистов, да, которые приписывают трансплантологии какие-то мистические вещи, что там ты видишь глазами этого человека, донора, или там чувствуешь, я не знаю, сердце, там, воспоминания. Есть в этом какая-то доля истины или нет? Это больше фантазии. Возможно, мы придем к тому, как в цивилизованных странах иногда бывает так, что семья умершего человека, от которого были изъяты органы, она знакомится и продолжает общаться с пациентом, которому эти органы были пересажены. И семья умершего человека, она верит в то, что часть души и часть тела их родственника, она живет в другом человеке, и благодаря этому он жив, и они даже они дружат, переписываются, встречаются, вместе общаются. У нас пока такого в стране нет, и я надеюсь, что мы когда-нибудь до этого дорастем, когда больше будет просто информированность общества. Но сейчас то, что душа другого человека живет в тебе, или ты можешь видеть там глазами умершего человека, это больше, конечно, из области фантастики. Понятно, жалко. Александр Александрович, спасибо вам за то, что пришли и за интересную беседу. Спасибо.